капитан команды Скрябин Николай, магистр Московского физико-технического института. Всем добрый день. Перед вами команда Agent Smart, и мы хотели сегодня представить свою стратегию по созданию высокотехнологической промышленности на примере Республики Саха-Якутия. Если рассказывать план, то мы сначала расскажем про этапы развития технологий и ответим на вопрос, что такое именно этот шестой технологический уклад. Потом сделаем обзор именно пути от идеи до высокотехнологической промышленности, грубо говоря, что должно именно произойти. Вот если есть у нас первоклассник, Аял, зовут его, и что он через 30 лет создал крупную супер-мега-корпорацию на территории Якутии. И что ему может помешать и как это решить? А в конце, если останется время, мы бы хотели обязательно рассказать про приоритетные направления высокотехнических проектов, которые реализуемы и будут полезны для Республики Саха-Якутия и Дальнего Востока. И давайте я сейчас попрошу всех похлопать, и мы начнем. Итак, у кого из присутствующих в этом зале есть телефоны, планшеты или ноутбуки именно российского производства? Есть у кого-нибудь? Один человек из целой аудитории. Вот. Ученые разделили технологический прогресс на этапы и эра информационных технологий под номером 5. Вот в чем наша проблема. Уже сейчас мы признаем, что мы проиграли пятый технологический уклад. Пока весь мир стоит на пороге шестого уклада, Россия имеет в своей экономике 10% пятого уклада, 50% четвертого уклада и 30% третьего уклада. В 2009 году было принято решение президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым перепрыгнуть через пятый уклад и начинать создавать свой шестой технологический уклад, в который входят нанотехнологии, наноэлектроника, нанофотоника, нанобиотехнологии и так далее. Так, чтобы создать высокотехнологическую промышленность на территории Республики Саха-Якутия, для начала нужно рассмотреть человеческие, инфраструктурные и финансовые ресурсы для опоры. В данный момент на территории Республики Саха-Якутия функционируют образовательные и научные организации. Среди них можно выделить наиболее продвинутые. Это Арктический инновационный центр и технопарк, научно-образовательный центр нанотехнологий, Якутский научный центр СОУРАН, Организация коллективного доступа к научному оборудованию и Центр интеллектуальной собственности. В вузах и научных институтах создаются превосходные разработки с очень интересными потенциальными практическими применениями, готовые для будущих инновационных идей. Мы уже общались с представителями АИС и технопарка. И как вы видите, у нас уже есть инфраструктура и взаимосвязь с ними для создания высокотехнологической промышленности. Что касается денег, бизнес не вкладывается в высокотехнологичные стартапы, потому что им выгоднее открыть ларек с шаурмой около метро. Возникает вопрос, откуда брать деньги? На начальных стадиях это обычно собственные средства авторов, а также это гранты, безвозмездные деньги на конкурсной основе. Уже после создания прототипа можно рассчитывать на такие организации, как Российский фонд фундаментальных исследований. Дальше, уже будучи юрлицом, мы начинаем работать с венчурными фондами. Наконец, первые шаги на рынке нужно делать со своими инвесторами. И конечной стадией развития компании является выход на биржу. На начальных стадиях проекта молодые инноваторы сталкиваются с рядом трудностей, которые они не могут преодолеть, и 90% проектов так и остаются в виде идеи. На наш взгляд, необходимо создать деловой консалтингово-координационный центр на основе имеющейся инфраструктуры в республике, который будет реализовывать полный цикл услуг в развитии стартапов. Динамика развития стартапов впечатляет. Ежегодный рост числа инноваторов превышает 23%. Миссия центра – предоставить каждому возможность полностью реализовать свой потенциал. Цель – данный центр может воплотить стратегию, способствующую развитию проектов на различных этапах их существования. Для нас центр – это человеческое лицо возможных перспектив региона.
Это другая философия присутственных мест оказания услуг по поддержке стартапов. Это центр притяжения для жителей Якутии. Сюда приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить поставленные проблемы, минимизировать риски и преодолеть долину смерти. Менталитет современной молодежи настроен на полное потребление. Чего ж тут таить? 83% молодежи Якутии желают получить все и сразу, не прилагая никаких усилий. Это проблема. Ее нужно решать комплексно, начиная буквально вот с младшего дошкольного возраста. Потому что именно в это время дети наиболее восприимчивы, легко восприимчивы к новой информации. Мы должны привить им инженерную мысль и развить у них инженерное творчество. Именно поэтому мы представляем вашему вниманию создание нового Центра детского инновационного развития. Это комплексная программа или новый формат технических кружков. Там они будут изучать программирование, 3D-моделирование, робототехнику, занимательную физику и химию, графический дизайн и так далее. Реализуется все это на базе научного центра и финансируется за счет грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, таких как фонд Бортника, например. Одна из главных проблем, конечно, это нехватка квалифицированных кадров, а именно предпринимателей. Предприниматель, на самом деле, это не бизнесмен, как все привыкли думать, да, а это инноватор. Он в первую очередь разрабатывает новые технологии, он внедряет и производит новый продукт. И как вы видели из стадии развития проекта, да, на начальном этапе обычно автор это какой-то ученый, он выдвигает идею, и он не в силах стать руководителем проекта. А еще более важно найти инвестиции, и нужно, чтобы вот этот автор, он мог общаться с инвесторами на одном языке. Есть еще проблема с менеджментом наноцентров. Вот наноцентры, они хотят за 2 года, допустим, получить какой-то готовый продукт, да, а никто из исследовательских групп с ним не соглашается. Вот отсюда и проблема пустых наноцентров. Решение в виде, мы предлагаем в виде магической программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий. У нас есть университет, у нас есть технопарки, у нас есть компании, которым нужны работники. И то есть вот принцип такой, у каждого студента есть свой проект на базе какой-то компании, и он разрабатывает проект в течение 2 лет на базе технопарка, по окончании должен создать свой стартап и решить проблему усовершенствования продукта или услуг компании. Дополнительно к основной магистерской программе университета студент программы получает курс дисциплин по технологическому предпринимательству и инновационному развитию бизнеса. Перечень дисциплин, он примерно вот экономика фирмы, защита интеллектуальной собственности, управление проектами, системное инженерное мышление, решение технологических кейсов и так далее. На выходе, что мы получаем? Вот специалист с предпринимательскими компетенциями. Вот он наш руководитель проекта. Мы были вот на презентации ОАО «Роснано», и Анатолий Чубайс, он выступил с лекцией о необходимости вот таких технопредпринимателей и заявил готовность поддержки образовательных программ. Ну, теперь у нас есть проекты, есть финансирование, есть инфраструктура. А рассмотрим проблему мы невостребованности продукции на рынке. Если твой продукт никому не нужен, смысла нет его производить, потребность так и не появится. Со стороны государства как основного заказчика ощущается несвоение инноваций. Поэтому следует ориентироваться не только на регион, но и Россию, и даже на мир. Но тут мы сталкиваемся с рядом проблем по налогам при вводе и вывозе товара и задержками на таможне. Притом большинство государственных компаний не хотят сами разрабатывать технологию и тем более поддерживать их развитие на территории России из-за высоких рисков. Им выгодно покупать уже готовую продукцию за рубежом. Наше решение. При запуске стартапа большую роль играет масштабируемость проекта. Поэтому важно упрощать инфраструктуру таможни и налогов таким образом, чтобы региональные стартапы быстро переходили на всероссийский и мировой уровень. Рассмотреть закон о том, что государственные компании делали заказ у малого и среднего бизнеса с целью их поддержки. Еще есть другой закон, говорящий о здоровой передаче технологий госкомпании в случае, если малый и средний бизнес не может
выпускать на больших мощностях. Вот теперь мы очень быстро, да, времени мало, хотим рассмотреть наши предлагаемые приоритетные направления проектов, реализуемые и полезные. Конечно, первым делом это наноматериалы, открытие графена. Компания Xiao разработала создание вот таких углеродных нанотрубок, и даже при малых концентрациях вот эта технология она улучшает качество материалов, такие как прочность, термостойкость, долговечность. И мы бы хотели, чтобы на базе технопарка вот запустилась какой-то проект по разработке и внедрению вот, нанотрубок. Так, следующий проект, который хотели рассмотреть, это проект High-Tech Career. Суть проекта состоит в том, что в создании первой на территории Республики Саха-Якутия технологий для осуществления добычи полезных ископаемых на открытых горных работах, не требующих присутствия людей. Использование High-Tech Career и отдельных ее элементов влечет за собой повышение производительности горно-транспортного комплекса на 15-20%, повышение безопасности горных работ, возможность вести добычу в труднодоступных и тяжелых по климатическим условиям территориях и регионах, уменьшение негативного влияния производственных процессов на персонал. Биотехнологии, генная инженерия. Уважаемые господа, совсем недавно у нас в Якутии появилось новое неизвестное заболевание, связанное с мутацией гена. Дети доживают максимум до 3 лет из-за необратимого нарушения обмена веществ. Это проблема. Выявлено было 16 случаев, к сожалению, 14 из которых были с летальным исходом. В связи с этим мы предлагаем создание инициативной исследовательской группы, состоящей из молодых ученых и врачей-клиницистов, совместно с Якутским научным центром комплексных медицинских проблем. Они готовы сотрудничать. И второе наше решение – это создание нового метода диагностики генетических заболеваний, в основе которого, получается, можно будет проводить одновременное ДНК-тестирование на 3 довольно-таки частые якутские, можно сказать, болезни. А теперь представьте себе будущее, в котором своевременная доставка продовольствия, доступные высокотехнологичные медцентры в каждом улусе, бесперебойные грузоперевозки по все населенные пункты Якутии. И это все благодаря маршрутизированным беспилотным технологиям. Следующий слайд. Здесь немного расчетов. Если хотите спросить, то можете спросить после презентации. Наука сама по себе вещь интересная, однако когнитивная наука выделяется даже тут. Перед нами стоит такая проблема, что многие из нас начинают забывать свой язык и теряется, собственно, вот это вот языковое наследие наше. И мы ждем, что когнитивные науки помогут нам решить эту проблему. Мы предлагаем создать информационную систему, способную распознавать вопросы на естественном языке, а также давать на них ответы. Систему также можно будет использовать в качестве словаря или переводчика. Давайте сразу обсудим проблемы. Это нехватка кадров. Для разработки такой системы требуются онтоинженеры, это люди, которые хорошо знают лингвистику, а также компьютерные науки. Таких специалистов нету. Ожидаем, что некоторые решения, предоставленные нами ранее, помогут нам подготовить таких кадров. Также есть проблема малой базы знаний. Чтобы обучить такую нейронную сеть, требуется десятки миллионов страниц текста. Естественно, он должен быть в электронном формате. Так что, ребята, давайте комментируйте, пишите, но делайте это грамотно, а то у нас будет бот неправильный. Вот таким образом мы видим стратегию создания экономики 6-го технологического уклада. И, возможно, показалось вам, что мы рассказывали про слишком какие-то фантастические проекты, но на самом деле это наше будущее, оно неизбежно наступит. Мы говорим, что мы готовы. Вопрос, готовы ли вы? Спасибо. Я вижу, пожалуйста, вопросы. Спасибо команде за выступление. Проектов в рамках презентации было довольно много. Многие из них действительно интересны. Особенно актуальная проблема
Якутии, да и всех субъектов нашей страны, которые расположены на севере. Это проблема с логистикой по доставке продовольствия, например. Но ни в одном из этих проектов не было видно даже зачатков каких-то механизмов их реализации. Соответственно, если не будет таких механизмов, то откуда брать инвестиции? Да, проблемы есть, проблемы обозначены, но каким образом эти проблемы вы собираетесь решать? Нет, вот проекты, которые были предложены, это были выявленные приоритетные направления. При желании вот эти проекты можно глубоко изучить и составить всю необходимую документацию по проекту. Если позволите, я вас немножечко тоже поддержу. Вы в одном из своих проектов рассказывали о том, что собираетесь реализовать проект по обеспечению безопасности на горно-рудных месторождениях. Вот компания «Алроса» уже присоединилась снова к вашему проекту, и на некоторых месторождениях уже сейчас работают автоматизированные системы, полностью работающие без участия человека. Без участия человека, да. Да, машины на джойстиках управляются на значительном расстоянии от опасных мест. Поэтому этот проект вполне реализуемый, да, и будущее уже сегодня. Да, будущее уже сегодня. Спасибо. Вот я хотела сказать, можно, да, я еще не хотела сказать, то, что все-таки давайте не забывать, что это 6-й технологический уклад. В России его пока что у нас нет. Это мы идем к этому. Вопрос из зала, я вижу. Здравствуйте, Данилова. Я бы хотела спросить тогда, сколько потребуется времени для того, чтобы хотя бы немного реализовать ваш проект, если 6-й технологический уклад в России занимает только 5%. В России... 0%. Ноль. Вот он начался только в 2003 году, когда открыли графен. Сейчас стадия роста, он продлится до 2020 года. И стадия высокого роста достигнет своей конечной стадии только к 50-60 году. Поэтому вот все надо начинать после разработки и все такое. Я добавлю, научно-технологическая инициатива, она должна быть разработана к 2035 году. Хорошо. То есть то, что вы сейчас предлагаете... Да, все, что мы предлагаем, это именно задел к этому. Это стратегия развития, это шаги, которые мы должны сделать, чтобы достигнуть. Это даже не шаги, это получается как бы задумка. Да. Просто у нас проект называется «Стратегия», так что действительно мы можем показать только вот в таком виде. Хорошо. Допустим, наступает 35-й год, и где нам взять вот эти вот все устройства, которые будут распознавать генные заболевания? Если у нас даже в республике нет возможности... Мы их разрабатываем сами. Да, мы хотим запустить вот на базе инфраструктуры, которая есть, исследовательские группы, которые будут сами разрабатывать эту технологию и производить продукты. Откуда вы будете брать кадры? Кадры? Я, например, работаю как раз над одним из таких центров, я пишу диссертацию на эту тему. Кадры берем, мы их вращаем сами. Вы и есть кадры. Не, мы... Кадры есть, они висят. Вот как раз про кадры я хотел спросить. Вот сейчас, можно сказать, началась экспедиция Российского научного центра по развитию по будущему Якутии, будем так говорить, да? Но я боюсь, что там будут разрабатывать, как лучше горно-технические работы разрабатывать. Вот ваши предложения не могут найти в этом смысле исследования по разработке будущей стратегии республики. Для этого кадры есть, которые могут сформулировать проблему и обозначить стратегию. Нет, вот таких людей сейчас нет, и даже нет программ, которые их выращивают. Я хочу именно вот таких людей выращивать, таких людей, которые протащат вот свою технологию и будут стоять вот во главе управления проектами. И... То есть вы хотите сказать, что других нет, только вы есть? Нет, не мы есть, а мы хотим создать структуру, которая будет производить таких людей. Именно вот магистерская программа по подготовке инженеров в сфере высоких технологий. Объединить вот эти технопарки, университеты и компании. Спасибо. Еще один вопрос из зала. Да, спасибо большое. Мне очень понравилась ваша презентация. И такой вопрос у меня возник. А какие конкретно социально-экономические проблемы решает ваш уклад научный?
И то есть я понял, как он решает практически все, но вот просто вы можете обозначить меня? Ну, ты понимаешь, что скоро нефть и вот эти уголь, там все закончится, России придется как-то на чем-то жить и поддерживать свой ВВП. Сейчас вклад в науку и в образование 2% всего, и его очень мало. Как, на чем мы будем жить через 50 лет? Надо вкладывать в науку, делать технологическую промышленность, и чтобы через 50 лет что-то продавать за рубеж, вот, на мировой рынок и поддерживать такую экономику. Айдар, еще добавлю по социальному эффекту. Получается, технологические процессы – это новая ниша, новый рынок, то есть образование новых высококвалифицированных, опять же, кадров. Это получается создание новой, предположим, силиконовой долины, которая не в Калифорнии будет, а у нас в Якутии, если мы сейчас начнем над этим работать. Молодец. Вопросов нет. Спасибо, ребят, успехов. Спасибо команде агентства «Смарт».